Добрый день, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось сразу сказать, что получилось довольно много карт в этом докладе, и если мой рассказ будет слишком длинен, вы, пожалуйста, мне сообщите где-то минут за 10 до конца регламента. Будьте любезны, следующий слайд. Как известно, среди кыпчакских языков волго-уральский кыпчакский, к которым относятся татарский и башкирский, занимают северную часть. Представители этносов, говорящих на этих языках, весьма многочисленны. И история межязыковых и междиалектных контактов, она очень длительная и насыщенная. Если не говорить о тех красных островках, которые находятся в Центральной Азии, в том числе и Китае, то даже в пределах, так сказать, нормативной северной части по дуге проходили многократные волны переселения и многократная креолизация, смешение нескольких диалектов или даже отдельных языков на новой территории. Следующий слайд, пожалуйста. Проблема с тем, чтобы как-то выделить весьма точно диалекты отдельно взятых волго-уральских кыпчакских языков, в первую очередь связана с тем, что мы не до конца представляем, каков же именно ареал их распространения. Здесь в какой-то форме можно видеть наложение двух авторитетных башкирских диалектологических карт, и видно, что они не совпадают от слова совсем в тех районах, которые для диалектологии наиболее важны, а именно западные границы, где, собственно, и происходят основные этнические процессы и до сих пор. Поскольку видно, что и внутренние границы в некоторых местах своих проведены весьма условно, то также было бы интересно понять, где кончаются южные диалекты и начинаются северо-западные, вот прямо на уровне отдельных сел, что пока совершенно невозможно. То же самое справедливо и для контактной зоны Востока и Северо-Запада, потому что тоже не ясно, на основании каких данных эта граница сделана. Следующий слайд, будьте любезны. Не менее проблематичный материал представляют так называемые татарские идиомы, татарские говоры, потому что в татарской диалектологии используется почти весь материал, который в Российской империи назывался чем-либо татарским, за исключением, пожалуй, языков Алтая, Хакасии и современного Азербайджана. Поэтому многое из того, что попадает в татарский диалектологический атлас и представлено в расчлененной форме перед нами, оно или является не диалектами и говорами одного поволжско-татарского языка, а другими языками, или вообще, как в случае дельты Волги в самом низу, также включается в себя и ногайские языки, такие как местные диалекты казахского и местные диалекты ногайских, целых двух ногайских языков, юртовского и карагашского. Следующий слайд, пожалуйста. И совсем проблематично, к сожалению, очень плохо видно, ситуация с традиционной географической диалектологией становится, если мы посмотрим, как татарская и башкирская карты накладываются друг на друга. С поправкой, опять-таки, на то, что татарская карта несколько нерепрезентативная, но мы все-таки видим, что очень широка полоса, где население татарской и башкирской присутствует одновременно. И мы, опять-таки, не представляем, какие языковые процессы происходят там сейчас и какие происходили раньше. Поэтому необходимо с этим что-то делать. Следующий слайд. Традиционная диалектология основывается на представлении о том, что для свойств языка, изучаемой местности, очень важны именования племен и идентификация носителей с конкретным племенем и история рода.
Также, как мы могли видеть, кстати, на предыдущей карте, каким-то образом диалектные границы очень плотно совпадают с административными границами современного Башкортостана, что практически невозможно, потому что если бы действительно это было правдой, то все без исключения этнические башкиры или люди, которые говорят, что дома говорят на башкирском языке, проживали бы на одной административной территории, что совсем расходится с действительностью. Поэтому мы исходим не из классических предпосылок, а из точки зрения структурного языкознания, что язык конкретной местности, он основан не на доминации каких-то племен и этносов, и если в районе встречаются какие-то этнические наименования, то это с точки зрения структурного языкознания не значит, что племя Капсак в этом районе говорит на том же самом идиоме, на котором оно говорит в совершенно другой области. Структурному языкознанию важно выявить, собственно, структуры, какие-то особенности лексики, грамматики и фонетики, которые устанавливают изоглосы между разными идиомами. Следующий слайд, пожалуйста. Да, собственно, классический подход не помогает нам почти никогда в сравнительно-исторических вопросах, таких важных, как определение, собственно, количества волго-уральских языков, которые существуют, и их точных границ. Сложно представить, как в этой зоне, подверженной многочисленным волнам контакта, проходил распад древних языков предков на современные языки, чьих границ мы, опять-таки, не знаем. И, собственно, сложно представить, какие из сибирско-татарских, так называемых диалектов, относятся к волго-уральским, кыпчакским, а какие являются самостоятельными языками. Ну и в перспективе ответ на эти все вопросы должен помочь в сравнительно-историческому языкознанию, в уточнении вообще реконструкции пракыпчакского лексикона, пракыпчакской фонетики и грамматики. Но также существуют проблемы и прикладного характера. Поскольку мы не можем изолировать изоглоссами наиболее девиантные районы, то мы не представляем, где находятся самые малопонятные окружающим говоры, диалекты, а самое малопонятное в современных условиях автоматически на самом деле является объектом нематериального наследия, поскольку в современности, как мы все знаем, диалектные различия подвержены выравниванию из-за распространения СМИ на литературном языке и повальному преподаванию литературного языка вместо родного диалекта. Это первая проблема. А вторая проблема прикладная в том, что поскольку мы не можем изолировать зоны менее девиантные от стандарта, то мы не можем понять, где именно существуют социолингвистические проблемы, где люди говорят на таких диалектах, которые достаточно отличаются от нормы, чтобы у них автоматически появлялась потребность в средствах информации, в культурном досуге, им понятно, им близко на разговорном языке. А другими методами это понять довольно сложно и требует очень большого количества полевой работы, ну, собственно, как и историческое языкознание. Правда, историческое языкознание основывается на конкретных анкетах, о которых мы поговорим на следующем слайде. И что делает историческое языкознание намного более удобным инструментом даже для получения информации прикладного характера. Сбор материала основывается на детальном интервьюировании жителей одного населенного пункта. Их должно быть несколько, как минимум 80% этих людей должны быть коренными жителями этого населенного пункта в нескольких поколениях желательно. И в анкетах учитывается специфическая местная лексика, а также базовая лексика, такая как рука, вода, птица. И на основе полученных данных по самим лексемам, по минимальным контекстам, предложениям, словосочетаниям,
и изолированным грамматическим формам, когда их можно получить, например, от глаголов, и строятся дальнейшие рассуждения. Следующий слайд, пожалуйста. Да, на том слайде было указано... Нет, не перематывайте, это я просто могу сказать. Важно, что из полученных данных ни в коем случае не выбираются архаизмы, как это свойственно классической диалектологии. Все мы знаем диалектологические высказывания: в таком-то башкирском диалекте сохранились такие-то древние черты. На самом деле разные древние черты сохраняются повсюду, но это разные, опять-таки, диалектные черты, и если на северо-западе и на крайнем юге оказываются одинаковые архаизмы, то это результат действия случайности. Для генетического анализа, для построения древа, как ветвились предки на современные идиомы, важны инновации. И тут представлен список идиомов, которые мы уже смогли проанкетировать. Это довольно много и поволжско-татарских, и башкирских идиомов. Из сибирско-татарских у нас, к сожалению, не очень много всего, но это пока дело будущего. И карта на следующем слайде показывает, как географически расположены точки, в которых мы брали материал. Будьте любезны, следующий слайд. Здесь, если вам что-то видно, кружочками обозначена точка, в которой производились экспедиции, а эллипсами обозначены места, откуда материал существует, но он взят из монографий. И на следующем слайде мы видим также... следует упомянуть, что это материал, который собирается для диалектологического атласа тюркских языков Российской Федерации, и помимо этого это личный архив Лидии Фатыховны Абубакировой. И поэтому у нас довольно много каких-то одних локаций, в которых давно производятся экспедиции, и несколько меньше других локаций, таких как средний говор, так называемый говор южного диалекта, и довольно мало северо-запада. Следующий слайд, собственно, является формальным перечнем всего того, что у нас нет в записи пока, но есть в материале из книг. Этот закрытый список на самом деле очень важен для всех наших дальнейших рассуждений. И кажется, на следующем слайде уже начинаются карты. Будьте любезны, следующий слайд. И следующий. Тут дается почти исчерпывающий признак тех диалектных черт, которые хоть и ярки, но встречаются на такой широкой территории, что не могут отделить башкирское от татарского и башкирское и татарское внутри друг друга. Самым неожиданным из того, что тут есть, например, являются такие случаи, как дворы проса в Нижнебельском и Караидельском, которые, в общем-то, скорее всего, реальны, а не генетические. А почти обо всем остальном мы поговорим детально. Следующий слайд, пожалуйста. Заметным является огубление или отсутствие огубления «а» в «о». Оно присутствует на довольно скучном реале, который, вопреки тому, что свойственно считать о северо-западном башкирском, не ограничивается им. Инновация огубления распространяется куда дальше на юг и на восток. Неизвестно на самом деле, связано ли это с татарскими миграциями на восток, с севера, с территории современной Свердловской области. Но это не отменяет того факта, что оконье присутствует и на дальних рубежах распространения башкирского языка, что делает, собственно, разграничение диалектов по «а» несколько бессмысленным. Следующий слайд показывает примерно то же самое, но на по гипотезе Лилии Махмутовой существует мишарская и казанская. Сложно представить на самом деле
что это фонетически, поскольку передний звук, и говорится, что в казанском, но в мишарских диалектах это должен быть куда еще более передний звук, что на самом деле физиологически невозможно. То, что мы слышим на месте графемы представлено следующим образом, и видно, что это довольно разнообразные звуки, и это много маленьких инноваций, которые между собой слабо пересекаются. Следующий слайд, пожалуйста. Другая характерная черта – это случаи, когда в словах типа «сюэлеш» исчезает «е» перед согласным. Ну и оказывается, что и в мишарских диалектах поволжско-татарского, и в башкирских диалектах она распространена широкой полосой, а при этом остальные башкирские диалекты, такие как миасский, аргаяшский, сальотинский, и диалекты заказанские, много зеленых точечек на том месте, где было написано «Казань», они лишены этой инновации. И таким образом, опять-таки, очень яркое изменение, которое не похоже не на татарский литературный язык и не похоже на литературный башкирский, встречается в обоих ареалах, ну, не встречается в третьем ареале в Западной Сибири. Но опять-таки ничем нам не может помочь в деле разграничения языков и их диалектов. Следующий слайд. Также себя на самом деле ведут такие лексемы, говоря про формы япрак, топрак, колпак, керпек, епек, шелк и епар, мускус. Характерные для литературного татарского формы с «ф» распространены очень странным образом. По крайней мере, видно, что это инновация, связанная с, собственно, арским центрально-казанским ареалом и распространяющаяся волнами достаточно рано и на юг, и на запад, и на восток. И присутствие этих форм в северо-западных башкирских диалектах не говорит об их какой-то особенной татарскости или о том, что они татарские изначально с некоторым количеством башкирского флера. Следующий слайд, пожалуйста. Как ни странно, такая характерная черта, как «с» и «х» в башкирском на месте древнего «с», ну, например, в слове «хэу» в литературном татарском, башкирском «вода» или в демском башкирском в том же слове «сэу», не говорит нам о том, что это башкирский диалект или, если нет никаких таких особенностей, это татарский диалект. Мы видим, что перевернутые вниз треугольнички, когда «с» реализуется как «с», распространены глубоко на территорию современного Татарстана и даже в Нижегородскую область, на территории которой, как считается, живут сергачские мишари, которые не контактировали очень много столетий с жителями центрального региона Закамья, Нагорной и Арской стороны современного Татарстана. Эту карту, но конкретно башкирский материал на следующем слайде можно представить в виде схемы. Будьте любезны, следующий слайд. На которой отмечены, спасибо, просто все возможные способы, которыми звук с языка предка изменяется в идиомах, распространенных на территории Башкирии. И так, это довольно сложная система, по ней можно заметить и поздние миграции, такие как зеленые островки из Кызыльского в Иксакмарский, или Караизельский остров на территории айского диалекта. Но также видно, если присмотреться, что инновации, связанные с появлением «ф» и дальнейшее появление «х», они концентрические. Следующий слайд, пожалуйста. И если эти данные представить схематически, получается, что есть синяя периферия, на которой
с не происходит ничего. Есть дальнейший первый инновативный ареал, в котором «с» реализуется только как «ф», в отличие от синей периферии, в которой можно и «с», и «ф». А потом существует сразу несколько зеленых ареалов более глубокой инновации. Это, во-первых, инновации, положенные в основу литературного башкирского. Первый этап инновации, когда «ф» сохраняется в середине слова и конце, но в начале слова оно депокулисируется в «х». И дальнейшие инновации, которые объединяют Миасский, почему Каральдейский, Козельский, Иксатмарский, когда «ф» дебукализируется и в середине слова. Потом из этого ареала выделяется уже Каральдейский, и, как видно при таком схематическом обозначении, в общем-то, те же правила действуют и в сальютинском, что намекает на то, что некогда нельзя пока уточнить абсолютную датировку, сколько веков назад. Сальютинский, представленный там как островок, подписанный с, граничил с Миасским, но потом это былое реальное единство было разорвано миграциями с того места, где сейчас расположен айский диалект из два Мечетлинских района. Следующий слайд, пожалуйста. Точно так же ведет себя «в» из «з». Оно распространено широко на Западе, и не только в местах, которые граничат с Башкортостаном, и где прежде основное население было башкироязычное, то есть на территории Пермского района, ареала Пермского говора и на поречье Мензели, но также, опять-таки, удивительным образом оно встречается в Пензенской области, и в Ульяновской, вот здесь встречается в Нижегородской. И в случае с нижегородскими говорами, хочу второй раз произнести это идиомы, которые не подвержены контакту с крупными соседями, а наоборот, это древняя прародина всего того, что находится с точки зрения татарской диалектологии, это прародина всего того, что сейчас находится на территории Ульяновской и Пензенской областей. И там, соответственно, должны сохраняться какие-то свойства, характерные для их общего предка. Следующий слайд. И если мы опять изолируем только башкирский материал, то что получается и сложно, и просто. Сложно, потому что у нас опять условно выделяются два ареала. Это основной массив северо-запада, который не включает Гаининский, в котором вариативно и «в», и «з», и все остальное, в котором нормативно только «в», а «з» бывает только из недавних заимствований, но опять присутствует третий ареал, а именно основная часть сальютинских идиомов. Просто, как можно заметить по этой карте, на их территории находятся острова Аргаяшского и Миасского, и поэтому нельзя говорить, что весь этот ареал занят одним говором. Но в этом говоре в этом диалекте «з» ведет себя совсем другим образом, а именно во всех позициях оно оглушается и дебукализируется и дает «х», что пока достаточно сказать, очень нетривиально относительно других башкирских диалектов. Потом мы к этому вернемся подробнее. Следующий слайд, пожалуйста. Также яркая черта литературных языков сводится к тому, что в башкирском все слова начинаются на «ё», как вы знаете, а в татарском какие-то, собственно, тюркские слова начинаются на «ё», а какие-то на «ж». Ну и если в таких терминах представить всю диалектную карту, то получается, что есть три группы. Те идиомы, в которых все слова всегда начинаются на «е», те слова, в которых все слова всегда начинаются на «ж», и те слова, в которых «ж» бывает иногда. И мы видим, что удивительным образом
проблемные ареалы, такие как северо-запад Башкирии, они не такие же по своим свойствам, как основные заказанские диалекты, которые характерны абсолютным жоканем, и жумгак, и жир имеется в виду. А в них какие-то слова, начинающиеся на какие-то гласные звуки, имеют перед собой «ж» или «дж» вместо «е». К чему мы тоже вернемся более развернуто. И следующий слайд с картами, как, собственно, не надо классифицировать диалекты. Это более простая карта, но примерно на то же самое. Имеется в виду, произносятся ли слова типа «земля» и «песня» с начальным древним «дж», слова типа «свояк» с внутренним древним «дж» и заимствования с «ж» персидские и русские одинаково. И несмотря на то, что это довольно-таки яркая черта, но она распространена абсолютно случайным образом, не в последнюю очередь в тех местах, где помимо тюркского населения присутствует значительно славянское, например, в Костроме зеленый перевернутый треугольник в самом верху. Вот такая проблематичная вещь. Следующий слайд, пожалуйста. Считается, что изменение в очень хорошо выделяет мишарские диалекты. Это, собственно, один из тех параметров, по которым отделяются мишарские от казанских, в тех случаях, когда по остальным они почти идеально совпадают друг с другом. Но, как мы видим, это же происходит не только в мишарских, а соседствующих с ними сущностях, таких как Касимовский перевернутая красная звездочка в Рязанской области вот тут. И не происходит в других соседствующих с ними идиомах, такие как Бастановский, в котором во всех позициях сохраняется. И также, как тут и без отдельных замечаний видно, в другой части мишарских не происходит это изменение вовсе. Например, оно не свойственно сергачевскому говору, о котором мы уже говорили, который находится в Нижегородской области. Перед нами получается такой коридор, по которому распространялась эта инновация. Поскольку мы знаем, что в районе нынешней Самары, Саратова и Оренбурга мишарские идиомы появились в исторической перспективе совсем недавно, то этот ареал можно отсечь и увидеть, что эта полоса изменения совершенно непрерывна, и она охватывает только малый ареал всего того языкового разнообразия, которое на самом деле существует. Следующий слайд. То же самое можно сказать о схожем изменении. Собственно, суть его в том, что не только «во» как-то изменяется, но и «е» после губных гласных «ю», оно превращается в «в». Тут картина еще более реальная, из нее выбиваются только несколько мишарских диалектов. И да, это изменение уже охватывает не только касимовский, но также и бастановский, татарский на самом западе, что совсем свидетельствует в пользу того, что никакие генетические группы по этой изоглосии нельзя выявить. Следующий слайд, пожалуйста. Очень яркое изменение, но также малорепрезентативное, это исчезновение «к» в конце слов типа следующих примеров. Вместо «сюяк» произносится «сюяк» или «щуяк». В зависимости от конкретного идиома мы видим, что в переднерядных словах это изменение встречается шестиугольнички, оно встречается островами, и распространение этого изменения, в общем, случайно.
это не связано ни территориально, ни по историческим контактам, в основном между собой группы. А исчезновение «к» в заднерядных словах, типа таких как «суэк», оно имеет совершенно другой ареал, но он тоже прерывистый, и, в общем, это является фреквенталием, таким изменением, которое может само собой происходить в не связанных ареалах бесконечное количество раз. Следующий слайд. Когда еще одна, казалось бы, хорошая мишарская черта – это произношение «г» вместо «г» в собственных тюркских словах. Но, к сожалению, оно встречается не на всей территории мишарских идиомов, далеко не на всей. Такие идиомы, которые мы бы даже считали инновативными, которые распространены в Оренбургской области и в Башкортостане, в Байкебишевске, вот здесь, наверное, он почти сливается с окружающими его гайнинскими по цветовой гамме. В них наоборот. «Г» сохраняется всегда, и не только в заднерядных контекстах. Следующий слайд, пожалуйста. Но даже в передних, когда во всех остальных идиомах, таких как литературный башкирский, литературный татарский, мы имеем формы с «г». То есть слово «мегез» произносится на этих периферийных диалектах мишарских как «мегез». И это же встречается, этот же архаизм разбросан по довольно широкой территории. Таким образом, не первая изоглоса, которая на предыдущем слайде должна была выделять мишарию от всех соседей, не выполняя свои функции, не эта изоглоса, которая на самом деле является очень древним научным наблюдением, которое почти настолько же старо, как, собственно, и научная тюркология. Это очень примечательно и проливает некоторый свет на историческую хронологию изменения «г» в «г» не только в волго-уральских языках, но и в соседних кыпчакских и ногайско-кыпчакских, а также в кумыкских диалектах, где, собственно, правило то же самое, но, видимо, это все независимые изменения. Следующий слайд. Потеря «к» и произнесение вместо «к», которая тоже должна выделять мишарей из всех своих соседей при экспериментальном анализе материала, встречается на крайне малой территории. Это в первую очередь Крайний Запад, Айвиево, Татарщина, Кострома, где носители проживают вместе с носителями русского языка, и центр, граница Нагорной и со стороны Татарстана и Закамья, где, собственно, проживали некогда носители макшанского языка. В обоих случаях мы видим, что это не связанные изменения, поскольку в первом случае у нас довольно хитрое распределение, и в Азееве, и в Костроме «к» всегда произносится как в русском. Но в тех заднерядных словах и словоформах, когда после «к» следует «т», например, или «с», или «ч», мы имеем формы типа «ахца» – «деньги». То есть в начале «к» перешел в «х» перед согласным, а потом наложился русский акцент на все оставшиеся «к». В тех же случаях, когда все «к» исчезли и заменились на «к», мы не можем никак классифицировать, построить относительную хронологию, поскольку изменились все эти сегменты и все. Следующий слайд, пожалуйста. Начально было в таких словах, как «пычак», «нож», тоже распространено полосой, которая начинается от Касимовского и
западных мишарей, проживающих в том числе в Азии, и заканчивается на территории Башкирии. Проходит эта полоса в том числе и через арабскую сторону Татарстана, и эти формы отражаются в современном литературном татарском, но не в литературном башкирском. И непрерывность этого изменения как раз-таки то, что мешает нам отделить татарское от башкирского, несмотря на то, что те диалекты башкирского, в котором нож, пысак, сильно отличаются от того, как должно быть на литературном языке, и это соблазнительная штука при документации идиома при полевой экспедиции. Следующий слайд. Цоканье, когда вместо «ч» в идиоме «ц» тоже имеет не выделяющую функцию. Казалось бы, это почти универсальное свойство мишарских диалектов и отличает их от всех других волго-уральских идиомов, кроме идиомов сибирских татар, но и среди сибирских татар это не сильно распространенное явление. Цац, волосы характерны для заболотного сибирско-татарского, для тюменского, для тарского, но не характерно для всех остальных, у которых, как на самом востоке, в томском сибирско-татарском, или вариативно «ц» и «ч», и это требует отдельного исторического комментария, в который мы не будем вдаваться, или же вместо «цац» присутствует «чач», которая отличается от соседних форм и от литературного татарского. Это, собственно, по обе стороны от тарского, в тиврийском и в барабинском, сибирско-татарском. Нельзя сказать, что форма «чач» является влиянием литературного татарского через школу, потому что тогда бы, как минимум, там была бы мягкая фриката. Но ничего такого нет. К тому же, как ни парадоксально, такие формы встречаются прямо под Казанью, вот здесь, в преисторическом районе, почему-то весь день хочу сказать Казахстана, Татарстана, и просто без уточнения истории всех цекающих идиомов мы не можем использовать эту изоглоссу для надежной классификации. Следующий слайд. Кажется, дальше уже пойдут. Это примерно то же самое, но проще и «с». Наверное, это мы срежем, потому что тоже требует длительного комментария. Давайте дальше. Дальше должны начаться уже лексемы. Да, и последняя фонетическая штука – это формы типа юнтус вместо юндус. Они распространены весьма случайным образом, и при нынешней документации диалектов, как и мишарских, таких как сергачских, так и башкирских, понять, каковы точные границы глухих кластеров РТ, РК вместо РГ, РД и тому подобного, мы не можем. И поэтому сейчас лучше даже не приближаться к этой тематике, просто упоминать ее как свойство конкретного идиома, с которым мы взаимодействуем, но не говорить, что вот эта черта как-то его классифицирует, кластеризирует относительно соседей. Следующий слайд уже про лексику. Очень яркая лексикофонетическая изоглосса должна проходить по современным формам лексемы утка, которая должна быть или эрдек или эрзек, но парадоксальным образом типично башкирские формы распространены не только на северо-западе Башкирии, не только под Екатеринбургом, но также встречаются в сергачском, мишарском и в калинско-глазовском татарском, которые, в отличие от татар, проживающих на территории
вокруг современного Башкортостана никогда не входили в контакты с башкирским населением. Видимо, эти формы довольно древние, и просто одна из этих форм, они долго находились в вариативности, было нормально произносить и РДЭК, и РДЭК, но потом в разных районах из этой пары остался только один член. А второй был потерян как ненормативный. Именно этим должно объясняться такое распределение. Следующий. Пожалуйста, да. 3 минуты. У нас вообще регламент 10 минут, вы уже говорите 40 минут. Чудесно. Ну, вы мы расслабились немножко, да. Да, следующий слайд. 3 минуты, пожалуйста, для завершения. То же самое мы видим на других словах опять-таки, сергаческий, и дальше в форме новой, которая я не только на территории волгоуральских, кыпчакских, но, как видно на следующем слайде, вообще встречается во всех группах тюркских языков, которые только задокументированы, ну, кроме чувашского, который, видимо, просто имеет форму яна. И дальше видно, что и слово юндус и юлтус не имеет какой-либо генетической надежности, по крайней мере, в современных языках, потому что огромная часть татарских диалектов, опять-таки парадоксальным образом, имеет башкирскую форму, и это никак пока нельзя объяснить. В следующем разделе, который нам придется просто увидеть, пролистав, предлагаются как раз-таки во всем следующем разделе, который мы пролистаем, ну, тут условные знаки, это не так интересно, а дальше следует карта. И пояснение к ним. Вы не ставите, у нас только 3 минуты. Предлагаются более-менее пригодные изоглосы, которые вы листаете, а я буду комментировать в общем. Они в первую очередь кластеризуют сибирско-татарские, условный юг башкирского ареала, то есть основную часть восточных диалектов и южных диалектов. Эти изоглосы не подтверждают наличие какого-то общего мишарского проязыка, поскольку вместо этого мы имеем 3 относительно крупных кластера. И оказывается, что такие сущности, как бастановский и касимовский, вообще не являются волгоуральскими языками. На карте, которую мы только что пролистали, как раз было видно, что оглашение «з» в середине слова, типа как в слове «увун», характерно только для заболотного татарского и для сальютинского. Больше это нигде не встречается, поскольку в сальютинском только после оглушения могла подействовать дебукализация из «с», «х», то это явно кластеризующий параметр. Собственно, можно использовать для кластеризации также лексические случаи, такие как трава, и вон там было что-то еще. И трава имеет форму ивыт. Остановитесь, пожалуйста. Ивыт только в касимовском и больше нигде. И это, как ни удивительно, классическими диалектологами не отмечено, хотя именно по касимовску существует очень большой текст, целая диссертация, в которой он якобы очень подробно описан. И можно следующим образом разделить сейчас идиомы на малые кластеры. Остановитесь пока.
это, собственно, вся соль. Видно как раз тут, что самый Запад полностью выходит из изучаемой нами группы. Серые блямбы – это то, что, наверное, также является нагайско-кыпчакскими идиомами, подвергнувшимися мишарскому влиянию, но туда необходима экспедиция. Темно-серая сущность – это, наверное, то же самое, но находящееся еще севернее. Очень мало что можно про это сказать по той же причине, что недостаточно данных, все остальное кластеризируется весьма тривиально, опять-таки, кроме того, что Заболотный и Салютинский оказываются родственниками, и того, что... Дайте, здесь тоже посмотрим, мне плохо видно. И того, что литературный татарский не близок к остальным идиомам арской стороны Татарстана. Вот. Большое вам спасибо за внимание. Да. Спасибо за интересный доклад. Вопрос, пожалуйста. Вы когда говорили по поводу звука «з», Да. по поводу Нижегородской, вот историческим аспектом, как рассматривать, потому что нет ли там влияния башкирского, потому что вместе с касимовскими мишарами там блуждали и башкиры, восточные башкиры. Надо сохранить документы, средневековые документы. Документы это очень интересно. Если это, Да. они там, эти звуки выявляются, то это вполне возможно, что это привыкли рассматривать башкир на Урале и как бы узко локально. Да. Башкиры имели огромные исторические исследования, ареал распространения. Да, север Перми, Свердловской области, Да. запад Тюмени и примерно до Приоралья. И фактически вот эта зона входила в Буртаса, когда археолог Хаников писал, что Буртас это из Башкирии. Он потом что-то изменил, уже Башкир, он Башкир уже не упоминал. А несколько раз он писал, это башкирский. И среди башкир, вот я обнаружил, что объявился в районе Буртас. Топонимия Бурташ, это, получается, автономия находится на территории столицы Башкирии, то есть Башкирии. И даже вот, есть добровольные работы, других работ, когда они пытаются Буртас объяснить из иранских языков. Да. Но башкирский язык, башкирский язык, это было то же самое, что Ахтубе. То есть Бур – это Ак, белый, и Тас. То есть белый, как раз ареал распространения, эти бурятские, череванские, они ходили в Нижегородский, Пензенский, и там же нагайцы были. Исторически возможно, что эти звуки имеют отношение к Башкиру. Да, ну вот, мой посыл как раз-таки в том, что эти звуки имеют... Да, безусловно, это очень интересно, но вроде бы они имеют куда более широкое распространение, чем, собственно, башкирский, и поэтому подозрительно, что эта инновация выделяет прям башкир, а все остальные их заимствовали. Это первое, что я про это могу сказать. Во-вторых, поскольку очень давно существует традиция одновременного изучения какой-то части диалектов и изучения этнографической и исторической информации по истории носителей этих диалектов, то сейчас хотелось бы это развести, потому что в прошлом у авторов был соблазн какие-то лакуны в своих данных заменить ссылками на этнографические и археологические публикации. А вот было бы здорово, если бы мы могли описать все, что существует сейчас, все диалектное разнообразие, отдельно описать археологию и потом сделать две такие большие сводные карты и их сравнить, как одно накладывается друг на друга. И тогда мы бы были точно уверены. Я, конечно, не исключаю, что значительная часть вот всех этих странных штук, о которых мы подробно поговорили, и не поговорили вообще о нестранных штуках, они действительно являются контактными. В частности, потому что это башкиры, которых мы потеряли в результате того, что значительная часть местной документации, она недоступна
широкому читателю не опубликовано, а хранится в местных архивах и библиотеках. Но даже если так, а во многих случаях это, наверное, действительно так и есть, все равно разница локально между соседними идиомами требуется первичного изучения, поскольку или сейчас, или никогда. К источникам мы всегда можем вернуться, потому что, кроме курганов, которые разграбляются, или тех мест, где срочно будет большая стройка, все остальные источники, они более-менее надежно хранятся. Их только нужно цифровать и каталогизировать. А диалекты, говоры и отдельные языки, они подвергаются взаимному влиянию. И количество людей, которые на них говорят, уменьшается, потому что на той территории, где тюрки проживают совместно со славянами, очень редко, когда существует возможность образования и карьеры на родном языке, который литературный, а не местный, и поэтому молодежь все меньше и меньше им пользуется. Если мы не охватим эти диалекты сейчас и не опишем их, и не рассмотрим, как они могут исторически, с точки зрения языкознания исторического, с другом соотноситься, то это нельзя будет сделать никогда. Поэтому сравнение с историческим материалом, чисто историческим, это только перспектива. К сожалению, относительно далекая. Но она, безусловно, требует прям совместной работы специалистов по языкознанию, археологов и источниковедов. Вы правильно сказали, начала археологию. Рассматривали распространение курганов восточно-иранского, Да. носителей восточно-иранских языков. И на этом же месте формируется башкирский. Практически та же территория обрисовывается. Там же эти курганы восточно-иранские. Вот тех племен, этих, говорящих восточно-иранских наречиях. Да. И если там, если иранисты говорят, что звуки «з», «г», да, это как бы последний иранский переход иранский на иранский, закономерность «с» на «г», вот этот закономерность, он сильно совпадает в башке. И потом, вот у моей карты есть, распространение звука «г». А вот интересно, в 40-м году, 49-м году, кажется, если взять, все совпадают территории северо-башкирских городов. И также Поволжье прихватывает. Ну да. Тоже интересный момент. Да, безусловно, интересно, но тут нужно, не надо выпускать из вида две вещи. Во-первых, едва ли. Что не нужно выпускать из виду? Общность ареалов древнего населения этой территории и современного может совпадать не в последнюю очередь из-за сохранения климатических условий и тем более рельефа. Местности, в которой тип хозяйства, присущий и тогдашнему населению, и современному, он максимально продуктивно применяется. Это во-первых. А во-вторых, что касается индоиранских, то все эти переходы, они характерны для древнеперсидского языка и менее характерны для всех остальных. В смысле, это как раз-таки то, что называется изоглоссия, это то, что отделяет условно западный, древние западные иранские от памирских и предкоосетинского, каталанского языка. Простите, да, уже на дискуссию интересно завершать, но в следующий доклад. Единственное, я хотела отметить в двух словах, что Марк правильно отметил о важности соединения данных лингвистов, археологов, и я бы еще даже добавила генетиков. Да, потому что они тоже активно собирают данные, это интересная будет отдельная карта. И, говоря о дальнем будущем, я надеюсь, что это будет не так, потому что сейчас на уровне министерства мы запускаем платформу Лингвоген. На основе лингводока, где будет достроена историческая часть, тоже в цифровом формате будут выкладываться данные по археологии и также по генетике. Уже татарский, вы знаете проект у казанских археологов, когда они делали таблицы, базы данных по своим, в числовом формате, под руководством археолога Крадина Николая Николаевича включаются дальневосточные коллеги. И жалко, что историческая секция не слышит, но я передала, приглашаем и вас тоже подключиться к этому проекту, то есть чтобы мы постепенно территорию России выкладывали бы
в едином формате, да, данные для того, чтобы мы могли провести вот такие вот изоглосы и на археологической почве и сопоставлять это уже, ну, действительно полностью на полном материале, лингвисты свой, археологи свой, генетики свой. Тогда мы продвинемся, существенное будет продвижение к пониманию реальности.